В библиотечном мире за 2 последних десятилетия сохранение культурного наследия региона библиотеками предполагало всегда перевод в цифровой формат сокровища своего фонда. И в качестве актуализации предоставление доступа как можно более широкому числу пользователей. В принципе, этим мы занимаемся действительно 2 десятилетия последних. Но сегодня вот мы участвуем, вот это наш сайт, мы участвуем в 10 собственных интернет-проектах. Мы ведем своих 10 собственных интернет-проектов, если считать наш сайт. И 2 проекта корпоративных, которые мы ведем вместе с Петрозаводским государственным университетом. Вот на главной странице у нас Алонинские губернские ведомости, которые по инициативе университета создавались, и началась публикация в 2006 году. В 2010 кончились деньги, и университет прекратил все эти деяния. И с 2010 года пополнением вот этих электронных копий газет занимается только Национальная библиотека. Мы не бросаем этот проект, потому что очень много благодарных пользователей и очень большое количество просмотров дает нам на протяжении всего этого времени контроль статистики востребованности этого ресурса. Электронная библиотека Республики Карелия с начала 2000-х годов функционирует в интернете. Почему мы вступали в корпоративные проекты тогда? Потому что создать сайт для библиотеки в конце 90-х было не самое простое дело. А с университетскими айтишниками объединиться и накачивать наши ресурсы туда, это было прямо даже очень здорово. Вот. И до сих пор мы эту библиотеку пополняем ресурсом. Около 2000 электронных копий наших краеведческих и редких краеведческих изданий в данный момент размещены в электронной библиотеке Республики Карелия. И тоже для очень многих пользователей из 500 городов мира делали статистику и опросы. Это очень полезный ресурс. Почему статистику делали? Потому что на этот ресурс идет регистрация. Бесплатная. Коллекция рукописных книг прикручена к нашему официальному сайту. Ну, почему она здесь размещена? Потому что до сих пор каталогизаторы не договорились, как описывать в библиографической записи рукописи. Поэтому вот на нашем официальном сайте коллекция этих рукописей представлена с полным описанием каждой рукописи и их особенностями. Есть электронная копия этой рукописи, и даже для отдельных рукописей есть электронная версия текста рукописи в современной орфографии со ссылками и комментариями. Наш сайт официальный уже пережил 4 реинкарнации. То есть мы 4-жды его модернизировали. Можно я похвастаюсь, да? Вот это последнее наше достижение 2013 года, оно перестраивается автоматически, если вы обращаетесь к нему с мобильного устройства по размеру экрана. Мы очень долго искали решение, но вот в 2013 году оно было найдено, и вот таким образом мы этим гордимся, поэтому я вам похвастаюсь. Но если вернуться лет на 12 назад, мы стали рассказывать о своих достижениях очень робко, потому что стеснялись рапортовать об этом. Но вот сегодня, если анализировать по прошествии нескольких лет наши результаты, я считаю, что говорить об этих вещах надо, потому что такие обмены информацией весьма-весьма полезны. Только благодаря тому, что мы где-то об этом говорили,
возникло сотрудничество с президентской библиотекой имени Ельцина и компанией «Лан», которая позволила нам значительно усовершенствовать технологию оцифровки, приобрести современное оборудование. И с 2009 года мы работаем по регламентирующим документам президентской библиотеки. И им за год откачали туда около 2000 собственных электронных копий по FTP. И сотрудники президентской библиотеки говорили, в начале года и в конце года это ночь и день. То есть качество выросло, ну вот, несравнимо. После участия в конференции «Книга и чтение в финно-угорской культуре» в Таллине в 2010 году мы, по примеру Национальной библиотеки Венгрии, реализовали идею создания интернет-проекта «Национальная библиография Карелии». Вот здесь в подвале главной страницы список наших интернет-проектов есть. Почти не полный, но если кого-то заинтересует, можете туда заглянуть. У нас есть книжная палата, которая создает летопись печати Карелии. Она ее ведет с 1959 года. Сначала эти издания были типографские, потом мы их печатали на принтерах и на проволочку цепляли. Потом мы стали делать их в электронном виде, но все равно очень затратно и дорогостоящие. И по времени слишком поздно к пользователю приходила информация о том, какие книги о Карелии, какие книги на территории Карелии были изданы, какие статьи из газет и журналов публиковались. Вот когда мы подошли к этому проекту, мы сделали формирование книжной летописи Республики Карелия автоматически. Оно формируется с помощью нашей АИПС «Фолиант», которая тоже собственного нашего производства, поэтому мы можем заставить ее делать все, что нам нужно. И остается только библиографические записи грамотно в электронном каталоге на все эти издания разместить. Время сократилось, трудоемкость уменьшилась, оперативность информации повысилась очень заметно. Такой подход мы применяем очень часто. Многие вещи, которые публикуются на наших интернет-проектах, являются отражением нашего электронного каталога. Появляются динамически загружаемые книжные выставки, да? Потому что в каталоге у нас, кроме описания, есть обложка, есть аннотация, и поэтому мы выполняем запрос к электронному каталогу и получаем книжную выставку на сегодняшний день. Если на эту тему в библиотеке появились новые издания, они автоматически появляются на нашей книжной выставке сайта после того, как на них появилась библиографическая запись. В этом году мы достигли какого новшества. У нас есть электронное издание «Календарь знаменательных дат Карелии». Да? Вот оно так выглядит. Да? Здесь этот календарь знаменательных дат ведется в библиотеке тоже очень-очень давно, с 70-го года, и тоже сначала был печатным, потом он стал выпускаться на дисках, а потом мы решили, что вот мы получаем новое оборудование, и на этом оборудовании устройств для чтения дисков уже нет. Мы с трудом находим несколько компьютеров для того, чтобы в музыкально-нотном отделе могли все это посмотреть и послушать. Вот. Поэтому мы формируем календарь знаменательных дат Карелии тоже автоматически, базируясь только на записях в электронном каталоге. Я хотела бы показать вам вот такой проект, который называется «Электронная библиотека авторов Карелии». Ему исполнилось 6 лет. Мы стартовали в 2011 году, было 14 авторов и 28 электронных изданий. Сегодня это 120 авторов, 399 электронных изданий, текстовых, аудиоизданий, видеоизданий.
которые разбиты на 22 условных категории. И вот, например, появилась категория «Национальная литература». Тут мы использовали опыт наших коллег из Удмуртии, и все те издания печатные, которые выходят в свет при поддержке Министерства по вопросам национальной политики и национальной и региональной политики Карелии, поступают к нам в электронную библиотеку. Но мы их дорабатываем перед публикацией. Я вам покажу вот один пример электронного издания «Говорим по-карельски». Мы могли бы просто взять то, что получили от издательства, и опубликовать. Но мы все-таки преобразовали его с помощью платформы Flipping Book Publisher. Вот посмотрите, мы можем листать это издание, да? Оно очень похоже на книгу. Вот здесь общее оглавление. И если мы откроем главу 3, это урок 3, звук мне нужен, а звука нет, то, да, вот сейчас последний, то здесь звучит текст на карельском языке. Я не знаю. Просто хотелось показать вот это интересно. Мидаку, что слышно? Куйбо Элят, как поживаешь? То есть листаем. Куйбо Элят Олет, как житье-бытие? Вы слышите, как нужно произносить правильно по-карельски вот эти тексты? Это мы все сами, по каждой страничке привязывали звуковые дорожки. Ну, не буду занимать ваше внимание еще больше, скажу только, что мы экспериментируем и вставляем видеозаписи вот в такого формата книги. И все успехи возможны только благодаря большому сотрудничеству со всеми учреждениями и организациями нашей республики. Последний показ, и я удаляюсь. У нас есть проект, один из последних, который называется «Литературная карта Карелии». Создан он для регионов, для того, чтобы вот эти маленькие травинки литературные, которые растут не в столице, да, тоже пробивали себе дорогу в интернет. И там есть в проекте комната книг Кирья Камари, которые мы в год литературы завели. Да что ж это? Вот. И вместе с национальной редакцией ГТРК «Карелия» мы создаем видео на карельском, вепском, финском языках. Все они, в общем-то, сделаны профессионалами, и мы публикуем на своем сайте. Я только покажу вам вступление вот к одному видео о Николае Абрамове. Это наш сотрудник нашей библиотеки. Человек, который первым написал первый поэтический сборник на вепском языке, который ушел из жизни в начале 2016 года. И ему, вопреки всем правилам, совсем недавно присвоили звание народного писателя. Идет текст на вепском языке. В интерьерах нашей библиотеки и ведутся титры на русском языке, чтобы всем было понятно. Вот все, что в основном, что я хотела сказать. Конечно, на этом пути очень много подводных камней. Вот, например, браузеры перестали, мы нашпиговали все свои ресурсы видео, да, флеш-объектами, а браузеры не хотят их сегодня воспроизводить. Да. Спасибо большое. Пожалуйста, Елена Сергеевна Гаврикова, главный библиотекарь отдела литературы по искусству и
Пермской государственной ордена Знак почета библиотеки имени Горького, город Пермь. Популяризация литературного наследия города в работе Пермской краевой библиотеки. Пожалуйста. Прием. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно сегодня быть здесь и представлять не только Пермскую краевую библиотеку имени Горького, но и в целом наш город Пермь. Я хочу сказать несколько поздравительных слов о библиотеке, что у нас так радушно приняла, потому что каждая библиотека – это такой особенный ледокол, пробивающий путь к сердцу каждого читателя. И поэтому мне бы хотелось пожелать вам, чтобы ваша деятельность обязательно находила отклик у тех людей, для которых вы это делаете, а ваши фонды никогда не истощались и постоянно пополнялись новыми книгами. Итак, я не буду долго вас задерживать, потому что, думаю, при желании вы сможете и так прочитать мою статью, ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Поэтому, что мне хочется сказать? Чем живет наша Горьковская библиотека? Скажем так, мы вспоминаем прошлое, но при этом двигаемся в будущее. Мы не забываем тех людей, которые сделали нашей библиотеке имя, которые раскрутили ее в целом по России и во всем мире. Мы вспоминаем и Бориса Леонидовича Пастернака, чей город в докторе Живаго Юрятин якобы, ну, естественно, по исследованиям является прототипом Перми, то есть, точнее, Пермь является прототипом Юрятина. Мы вспоминаем и Виктора Петровича Астафьева, с которым связана достаточно богатая деятельность нашей библиотеки, так как это имя уже не просто синоним Перми для многих наших читателей, но это также и такой образ смелости, образ смелого и храброго человека, ради которого можно не только вспоминать постоянно, но и также проводить множество разнообразных акций для наших читателей. Мы также, естественно, можем вспомнить и об Алексее Иванове, это достаточно известный по России писатель, и его романах «Сердце Пармы», «Географ», «Глобус пропил». Вы можете не только почитать эти романы, вы можете также их посмотреть, потому что они неоднократно экранизировались, они ставились на подмостках, и также Алексей Иванов является соавтором проекта «Хребет России», который не так давно выходил на Первом канале в сотрудничестве с Леонидом Парфеновым. Это был достаточно такой крупный, настоящий проект, который не только показал Пермь и Урал, но также и позволил нам популяризовать нашу деятельность, уже двигаться куда-то дальше. На протяжении многих лет мы активно сотрудничаем с писательскими сообществами. Это и Союз писателей России. Благодаря Владимиру Викторовичу Якушеву возобновился выход альманаха «Литературная Пермь», который вам продемонстрирую. Вот этот альманах, он до недавнего времени, его выпуск был приостановлен, но теперь, благодаря деятельности Якушева, наконец-то мы возобновили печать, то есть возобновился выпуск. И наша библиотека очень гордится тем, что мы принимаем презентацию этого сборника в том числе. Также благодаря Павелу Анатольевичу Чечеткину, это председатель Союза российских писателей, Краевая библиотека организует поэтический фестиваль «Компрос». Это по названию нашей центральной улицы от Комсомольский проспект. Фестиваль проходит в 2 этапа, мы также стараемся активно участвовать, помогать в продвижении
И примечательно, что вторая часть фестиваля проходит в 2 этапа, а вторая часть проводится в акватории Камны, нашей центральной реке. Так, естественно, широким массам читателей известна, как правило, лишь малая часть местной литературы, но библиотека разрабатывает и постоянно усовершенствует комплекс различных мероприятий, выставок, презентаций, встреч с писателями, а также, естественно, выездов. Этим мы, пожалуй, больше всего гордимся, потому что начиная с 2013 года, когда Пермь отмечала 290-летие со дня основания, у нас прошла череда мероприятий, такая как акция «Читаем Пермское». Были оформлены различные книжные иллюстративные выставки, посвященные чисто пермским книгам. Это литературоведческие материалы, «Старая Пермь» Елены Спешиловой, «Пермь как текст» Владимира Башева, «История пермской книги» Нины Федоровны Авериной, а также проекты, собственно, Алексея Иванова и также еще одного видного деятеля Перми Леонида Юзефовича, также известного писателя. Он у нас активно участвует в организаторской деятельности. Благодаря нему, в том числе, мы имеем честь принимать у себя Флаертиану. Это международный конкурс документального кино. И Юзефович, он в том числе является председателем конкурса. И таким образом мы достигаем такого симбиоза между литературой и киноискусством в том числе. На чем хочу еще подробно остановиться. В этом году мне посчастливилось побывать на нашем ежегодном литературном экспрессе. Это акция, посвященная, собственно, Виктору Петровичу Астафьеву «Жизнь и творчество». Это такой следующий этап нашей деятельности, потому что мы выезжаем по краю, то есть как это проходит? Мы связываемся с Союзом писателей и обязательно, скажем так, находим или похищаем на время одного писателя. Скажем, вот последний раз у нас это был Виталий Богомолов, наш местный литературный деятель, писатель-критик. И таким образом мы выбираем несколько площадок для посещения. Скажем, в этот раз у нас была библиотека, у нас была школа, у нас были музеи и галереи. Таким образом мы распределяем площадки по возрасту читателей. Скажем, для более маленьких читателей мы выбираем какую-либо школу, и там, соответственно, организуются мероприятия совместно с театром кукол, с какими-то такими детскими популярными организациями. Там устраиваются костюмированные представления, конкурсы. Для более такого старшего поколения у нас проходит в Центральной библиотеке, вот скажем, у нас было в Центральной библиотеке Краснокамска, и там уже для старших читателей подготавливается презентация, подготавливается выступление, на моих плечах было выступление касательно нашего Астафьевского фонда. А для людей, для деятелей библиотек, для музейных работников и причастных к Астафьеву таких вот профессиональных именно личностей мы организуем площадку уже такую, именно нацеленную на пояснении и рекомендациях о том, как работать с текстами Астафьева, как их продвигать дальше уже в массы. Так, ну что еще хочу вам сказать. У нас, естественно, работают, может быть, число клубов, но это для вас, я думаю, не секрет и не станет какой-то новостью, потому что клубы распространены, и все они направлены на то, чтобы помочь местной литературе выбраться из какой-то такой ямы заблуждений в умах наших читателей и попытаться наконец-то познакомить их и с тем же Виталием Богомоловым, и с Федором Востриковым, нашим достаточно известным поэтом, и с Игорем Тюляниным, и с другими видными
этом не забывая о том, что у нас и так достаточно богатый фонд, богатое наследие уже известных писателей. Но для того, чтобы известные писатели не оставались таким мертвым грузом, о том, что мы их уже знаем, мы их любим, но также мы стараемся продвигать и молодых поэтов, молодых писателей, приглашать их на различные встречи. И таким образом достигаем вот этого необходимого эффекта, по крайней мере, стараемся продвигать нашу пермскую культуру нашим читателям. Спасибо за внимание. Спасибо большое за интересное выступление. Я представляю слово своей коллеге Костаревой Анне Валерьевне. Сетевой проект Национальной библиотеки Республики Коми как способ популяризации литературы региона. Добрый день, уважаемые гости, коллеги. Всех рада приветствовать на нашей сегодняшней юбилейной конференции. Сегодня мы с вами отмечаем 180-летие нашей любимой библиотеки. А в 2018 году наш отдел краеведческой и национальной литературы будет отмечать свое 60-летие. Краеведение остается одним из важнейших и интереснейших направлений библиотечной деятельности. В настоящее время у библиотекарей есть возможности, чтобы самим вести поисковую и исследовательскую работу, работать над созданием различных программ и проектов. Библиотеки нашли свое место в процессе возрождения национальной культуры, определив для себя главное направление – поиск новых форм работы, сохранение и возрождение исторического и культурного наследия. Мы часто ставим перед собой вопрос, для кого мы, библиотекари, делаем ежедневную кропотливую работу. И, конечно же, мы видим, что важная для нас группа потребителей краеведческих ресурсов – это образовательные организации. Вопросы взаимодействия учреждений культуры и образования ставятся на различных уровнях. В настоящее время эта задача ставится и президентом Российской Федерации. Краеведческий ресурс библиотеки для образовательных организаций – это мощный и дополнительный информационный ресурс во внеурочное и урочное время. Какие бы требования ни ставили в обучении детей ФГТ, ВОСы, краеведение всегда было и есть основной частью образовательных программ. Использование образовательных программ с этнокультурной составляющей содержания – это формирование регионального содержания образования и воспитания, транслирование коми-культуры в условиях диалога с культурами других народов, проживающих в республике, ну и многое другое. В 1992 году был принят закон о государственных языках Республики Коми, который определил, что обязательное изучение коми-языка должен быть во всех образовательных организациях. Ну и, конечно же, из этого вытекают проблемы. Это нехватка учебной литературы, отсутствие в нужном объеме справочной литературы, художественной литературы. И здесь появляется роль библиотеки. Библиотека становится мостиком между фондами и сообществом, а библиотекарь становится экспертом по способу передачи документов, превращает ресурсы в данные и перерабатывает эти данные. И сегодня я хотела бы кратко остановиться на сетевых краеведческих проектах нашей национальной библиотеки. Это три проекта: интернет-проект «Культурная карта Республики Коми», литературные прогулки по Республике Коми и авторский микрофон «Сказка на ночь в каждом доме». Данные проекты, они у нас размещены на нашем сайте, и этот проект вы можете найти, заглянув на наш сайт, с левой стороны они у нас размещены. К сожалению, это не вошло на презентации. Но отдельно хочу сказать, что мастер-класс более подробный мы в отделе можем провести, если кого-то заинтересует наши проекты. Да? Ну, проект «Культурная карта Республики Коми». Данный ресурс предназначен для широкого круга пользователей. В культурной карте вы можете найти много интересного о культуре, культурной жизни региона, информационные материалы о литературе, писателях, поэтах, живописи, искусстве, творческих коллективах, а также много фотоматериалов. На первой страничке нашей культурной карты вы можете познакомиться с брендами Республики Коми, которые мы вам предлагаем. Как уже говорила, это интерактивный проект. Прочитав информацию о творчестве писателя по активным ссылкам ресурса, вы можете попасть в сводный краеведческий каталог на полнотекстовое произведение автора. Данный ресурс мы также предлагаем педагогам для проведения традиционных уроков с использованием материалов культурной карты, так и для подготовки открытых уроков.
Фотоматериалы могут быть использованы для создания школьных выставок, стендов, краеведческих уголков. Второй проект – это интерактивная игра путешествия. С помощью современных технических средств и игровых технологий стимулируется интерес молодежи к чтению литературного наследия Республики Коми. Предоставляется удаленный доступ к исчерпывающей информации о выдающихся литераторах и литературных достопримечательностях Республики Коми. Это партнерский проект, созданный силами Национальной библиотеки и библиотек муниципальных образований Республики. В Республике Коми существует большое количество памятных мест, посвященных жизни и творчеству выдающихся коми-писателей и поэтов. И это мемориальные доски, памятники, улицы, арт-объекты, литературные музеи и многое другое. В Национальной библиотеке и муниципальных библиотеках накоплен большой массив информации о писателях и поэтах. Собраны и систематически актуализируются сведения об их биографиях, составляются библиографические списки произведений. Регулярно издается печатное издание серии писателей Республики Коми. Однако из-за небольшого тиража и традиционной формы подачи данные издания остаются доступны лишь узкому кругу заинтересованных специалистов. Создание интерактивной карты позволяет сделать информацию максимально доступной и в игровой форме с помощью современных технических средств помогает популяризировать литературное наследие республики в молодежной среде. Каждый маршрут прогулки предполагает включение посетителей сайта в интерактивную познавательную игру, требующую определенных знаний о региональной литературе и умения быстро находить необходимую информацию. Созданная таким образом мотивация предложит путешественникам, которые обратились к этому сайту, обращаться к литературным источникам и справочным изданиям, что, безусловно, обеспечивает повышение их литературной и общекультурной компетенции. Кроме того, системно выложенный материал послужит в дальнейшем информационной базой учителям и библиотекарям при организации тематических конкурсов, викторин, литературных турниров и тем самым будет привлекать молодежь к чтению. Выполняя задание, можно получить диплом, который можно будет вложить в портфолио учащихся и педагогов. Ну и еще один не менее интересный проект – авторский микрофон «Сказка на ночь в каждом доме». Проект реализован в рамках года литературы при поддержке Союза писателей Республики Коми. Проект «Авторский микрофон. Сказка на ночь в каждом доме» – это в первую очередь создание фонда новых видов документов, нового информационного ресурса, аудиокниг произведений писателей Республики Коми в авторском или актерском исполнении. В то же время авторский микрофон «Сказка на ночь в каждом доме» – это проект, который содействует возрождению семейного чтения, побуждает родителей больше времени проводить с детьми, вызывающий интерес к чтению, дает возможность познакомиться с авторами республики и их произведениям, обсуждать услышанное, прочитанное, прививать детям привычку читать. Этот ресурс может быть использован дошкольными образовательными организациями в качестве краеведческого компонента. Ну и еще в двух словах хочу познакомить с такими проектами. В этом году у нас была создана программа информационной грамотности читателей, которая также размещена на нашем сайте. Эта программа рассчитана для разных возрастных групп, куда вошли различные мероприятия, в том числе и краеведческие, например, краеведческий час Коми, легенды Британии, квест, краеведческий фарватер и многое другое. Один из новых проектов по привлечению и популяризации литературы предлагаем декаду первокурсника. В этом проекте тоже участвовали все отделы нашей национальной библиотеки, и использование этой формы работы тоже может привлечь наших потенциальных читателей, а именно первокурсников, к нашим фондам. Не менее интересный ресурс Национальная электронная библиотека Республики Коми. Об этом проекте мои коллеги еще вас более подробно познакомят. Но также этот проект может нами использоваться в качестве предложений для учителей истории и краеведов. Этот проект может стать средством комплексного решения задач воспитания, образования и развития в социуме. Учителя могут использовать этот проект как развитие исследовательской деятельности обучающихся. Ну и у нас идет активное сотрудничество Национальной библиотеки Коми, Республиканским институтом развития образования. Мои коллеги из Института развития и нами проводится работа по
методической деятельности и реализация программ повышения квалификации учителей родных языков и начальных классов. Ну вот здесь несколько слайдов приведу фотографии, где нашу литературу, именно краеведческую литературу, популяризируют и методисты школ, и сами мы, библиотекари, и сотрудники министерств, ну и, конечно же, студенты. Проект «Библиэкспресс. Знания с доставкой на дом» – это еще одна возможность популяризировать нашу литературу в муниципальных образованиях для библиотекарей, для методистов и также для учителей и учащихся. Ну и, конечно же, любовь к родному краю прививается в каждом из нас через молоко матери. И есть необходимость популяризировать родную литературу родительскому сообществу. Через наши, уже продемонстрировала, наши проекты. Еще один проект, который в этом году мы запустили, Vita Plus, что в переводе с коми-языка означает 5 с плюсом. Это один из ресурсов, который привлекает наших родителей с детьми в нашу библиотеку. Ну, вот фотографии воскресных дней семейного отдыха. Многие уже говорили сегодня, что эти направления работы у нас также задействованы в библиотеке. В нашем отделе действует клуб «Книжное открытие», а в целом в Национальной библиотеке 16 клубов. Здесь проходят и встречи с нашими поэтами, писателями, с путешественниками, с краеведами, историками. Ну и, конечно же, участие с краеведческими ресурсами на различных площадках города, чтобы привлечь и заинтересовать краеведением. Ну и еще одна группа наших современных потребителей, которые могут с помощью нас и наших фондов популяризировать их краеведческие ресурсы, это люди с ограниченными возможностями. Ну и в завершении своего доклада хотела бы закончить словами народного коми-поэта Республики Коми Владимира Васильевича Пимена. «Кывнен миан шорни тиган ола, подердижан комиан елгидян, езбоченый гортен, сие скола, щелом шани пыдинове, пуктинове пыди, сие еджисте чужан мушань, комиаши дневта олан ылчын, тека бытте коми мортан шушан, кола медертаете дочис, вежа коми мунем ланны впия, кывнен миан шонды джив подмича, кутчища яскывья, отсия ашнымасна, медшаяна виджа». Спасибо большое. Спасибо. Я вижу, у нас гости. Предоставляем слово, да? Нет, коллеги, давайте перерыв не будем делать. У нас остается 3 выступления. Нам нужно еще очень много успеть. Хорошо? Мы идем по программе? Так, представь. Тогда предоставляю слово Кругловой Марине Юрьевне. Есть она? Я не вижу. Так, Марина Юрьевна, у вас вперед. Итак, Марина Юрьевна Круглова, директор Национальной детской библиотеки Республики Коми имени Самуила Яковлевича Маршака, продвижение национальной детской литературы. Добрый день, уважаемые коллеги. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Очень приятно видеть в нашей главной библиотеке республики родные лица библиотекарей. Это большой праздник для всех нас. Вам процветания, Ольга Рудольфовна, и всему коллективу, и всем нам интересной библиотечной работы, которую мы делаем все вместе с вами. Но вы знаете, мне даже неожиданно, что сейчас предоставили слово, но даже как-то интересно, потому что вот во многом перекличка будет. То есть у вас только что выступили начальник отдела краеведения, и у меня тема заявлена, что как продвижение национальной детской литературы многоаспектный подход. Я хочу сказать, мне нужно еще мастер-класс провести, какую кнопочку нажимать. Я сообразительная. Все, понятно. Я хочу сказать, что уже 82 года наша библиотека Маршаковка собирает, хранит и предоставляет в пользование маленьким читателям лучшие образцы детской художественной литературы и краеведения. Сектор краеведения появился не так давно, в 70-х годах прошлого столетия. И отделом он стал только буквально 10 лет назад. У нас появился отдел краеведения и коми-литературы.
И в штате отдела 3 человека. Но традиционно краеведением и продвижением детской художественной литературы занимаются все сотрудники библиотеки в той или иной степени. Но основная нагрузка лежит на 3 сотрудниках отдела краеведения, которые, как многие из вас знают, носит название отдел ЗИ-ЗЮНИ. Звуки пальмы. Многолетний опыт работы нашей библиотеки привел к пониманию того, что продвижение литературы должно быть многоаспектным, а не какой-то разовой акцией. Я на всю жизнь запомнила слова Зои Аполлоновны, директора Ижевской ЦБС, что родной язык, ни один язык не хочет быть пыльным предметом на полке истории. Вот я это запомнила навсегда. Мне очень эти слова понравились. То есть язык должен быть все время в обращении. И детская литература, художественная литература, в том числе и на каком языке, тоже должна читаться. Вот я в наших накопительных папках увидела хорошее исследование коллег из главной библиотеки и прямо себе закладочку сделала, где в выводах написано: несмотря на проблемы, очень хочется верить, что библиотеки республики в будущем сохранят за собой роль посредника между краеведческой книгой и читателем. Так вот, хочу утверждать, что в библиотеке Маршака вот это посредничество за последние 10 лет стало регулярным, то есть оно уже не носит разовый характер. Ну, конечно, и вернусь назад, вот все моменты основные этого комплексного подхода, они представлены на слайде. Я не буду их перечислять, потому что потом в презентации я их раскрою. Например, естественно, все мы с вами знаем, что самым ярким, самым действенным, самым таким вот способом продвижения детской литературы является встреча с писателем. Благодаря тому, что мы находимся в столице нашей республики, нам проще выстраивать взаимоотношения с нашими замечательными писателями. Они с удовольствием идут с нами на контакт, встречаются с детьми в стенах нашей библиотеки, и в год от 10 до 15 встреч у нас происходит обязательно. И мы наблюдаем, естественно, живой интерес детей к автору, и после встречи это обязательно интерес повышенный к литературе и произведениям, которые написаны этим автором. Естественно, что это самое основополагающее. Встречи с писателями, они дают хороший результат. Кстати говоря, опять же вернусь назад. 4 года назад пришла идея создать малый поэтический марафон 21 марта во Всемирный день поэзии, приурочив его поэтической эстафете, которая организуется Союзом писателей Республики Коми. И ребята, пишущие на коми-языке, которые передают цветной шарфик друг другу и читают свои произведения, для них очень приятно, когда на этот малый поэтический марафон к нам обязательно приходят большие, маститые, именитые писатели и поэты. Для них это тоже импульс. И прочитать потом произведения этих поэтов, и они чувствуют себя как-то увереннее. Хочу сказать, что когда 5 лет назад этот марафон впервые у нас стартовал, было всего 16 участников. А в этом году он уже получил статус межрегионального, и со всех уголков России зарегистрировалось 86 участников. Хочу сказать, что именно не на каком языке основная идея, а на родном языке. Нам даже из Чувашии зарегистрировались, из Дагестана, из Ямало-Ненецкого округа. То есть молодые люди, подростки, дети, пишущие на родном языке, хотят быть услышанными. Ну и так как Национальная детская библиотека является методическим центром для руководителей детского чтения, мы на своей базе стараемся опробировать все самые новые формы работы с текстами, с книгами. И за 3 года в нашей библиотеке были проведены, особенно почему говорю, последние 3 года возьму во внимание особое, потому что в 2015 году был год литературы, затем у нас был год российского кино в 2016 году. Это вот такие хорошие импульсы к тому, чтобы провести и поэтические вернисажи, и игровые полянки, цикл литературных встреч, сторителлинги, творческие печи-кучи, а также пресс-конференции, которые были посвящены 25-летию юбилейным датам периодических изданий детских, издаваемых на территории Республики Коми. Ну и, конечно,
в этом году, уже в 2017 году, у нас стартовала совершенно новая форма работы. Это лекторий «Твой ровесник, герой книги», где мы организуем встречу либо с автором, если книга современного писателя, либо мы ведем разговор о какой-либо подростковой или юношеской книге, приглашая психолога на встречу, который ведет беседу с подростками об острых темах, которые поднимаются в данном произведении, проецируя их на современные, на взаимоотношения в классе, с родителями, межличностные, чтобы подросткам было, разбирая книгу, чтобы они могли проецировать действия, происходящие в этой книге, на себя. Они пользуются тоже очень большим спросом, эти лектории. Каждая библиотека работает летом по программе летних чтений во всех ЦБС. И вот интересная форма работы, когда у нас по итогам летних чтений выходят такие альманахи отзывов детей, прочитавших книги летом и оставивших свои отзывы в какой-либо либо поэтической, либо прозаической форме. Формируются такие альманахи, которые затем занимают место на книжных полках библиотеки. И хочу обратить ваше внимание, что эти книги очень востребованы подростками и детьми. Видимо, они говорят между собой на своем языке, им понятнее донести. То есть мнение о книге сверстника для них, видимо, значительно важнее, чем мнение библиотекаря либо взрослого человека. И вот такая форма тоже прижилась в нашей библиотеке. И, конечно, клубы по интересам. Клубы по интересам «Земляничка», разговорный клуб «Ком языка», школа юного краеведа и «Хомячок», «Домик», помощь в выполнении домашних заданий. Вот «Земляничка», разговорный клуб «Ком языка» у нас проводится 20 занятий в год, где дети учатся общаться друг с другом, учатся рассказывать на коме языке, читают писателей, читают детские художественные произведения, разбирают их, обсуждают их на родном языке, не только на русском, но и на коме языке, где они учатся на коме языке рассказывать о себе, о своей семье, о своих увлечениях, общаться со сверстниками. Мы ограничиваем даже количество участников, настолько востребованы эти занятия. Школа юного краеведа – это 150 занятий в год. 150, где дети узнают новинки о своем родном крае. И не только новинки, но и интересные моменты. Хочу сказать, что библиотекари подготовили 23 дидактических игры для школы юного краеведа разновозрастные. 5-7 класс и 8-11 класс. По географии, истории, культуре, литературе и мифологии, коми-мифологии. И каждая игра знакомит ребенка с тем или иным аспектом, интересующим его, который давая знания необходимые и побуждая его взять книги, справочные материалы, художественную литературу с полок отдела для того, чтобы восполнить свои знания и выиграть, стать победителем в этой игре. Это очень интересная форма. Все игры у нас представлены в игровой картотеке. Кто у нас был в библиотеке, они могли ознакомиться с этой картотекой игр. Игры придуманы самими сотрудниками отдела. Ну и Комик-Домик 5 лет мы помогаем детям выполнять домашние задания. 5 лет. Мы более 200 занятий в год. Мы уже не справлялись. И в этом году мы очень были рады, когда узнали, что очень многие библиотеки республики, в том числе и наша главная библиотека, подключились к этому процессу, потому что мы уже не выдерживали родительского спроса по помощи в выполнении домашних заданий. Но хочу сделать маленькое «но». Мы не стремимся просто выполнить домашние задания за детей. Опять же, библиотеками созданы игры, при помощи которых, викторины, игры, при помощи которых ребенок сам находит ответ и путь решения того или иного домашнего задания, чтобы он все-таки прошел такую логическую цепочку и получил знания, а не просто за него взрослые выполнили домашнее задание и подсказали. Конкурсы детского литературного творчества. Это тоже еще один толчок, взять книгу с полки и прочитать. Либо краеведческую книгу, либо книгу художественного произведения. Конкурсы проходят республиканские, у нас в библиотеке проводятся. В результате этих конкурсов появляются замечательные материалы, самодельные, рукотворные, которые
он тоже используется активно в работе отдела. Я хочу поблагодарить всех здесь присутствующих, наших коллег из муниципальных образований, потому что именно благодаря вам эти конкурсы проходят на таком высоком уровне, и спасибо, что вы организуете своих читателей для участия в наших конкурсах. Мы вас благодарим всем коллективом. Проектная деятельность играет немаловажную роль. Вот здесь представлены 3 альманаха, которые вышли на средства, грантовые средства общества Кострена. Это «Здравствуй, Булатов», «Лукошка улыбок» и «Родная природа». Каждый альманах – это итог годовой работы отдела по тому или иному направлению. Ну, во-первых, как вы знаете, Кострен – это печатает книги, только выходящие на родном языке. Это дети, пишущие на родном языке. В течение года они встречаются с писателями, с поэтами, с художниками для того, чтобы создать вот этот альманах. В альманахе входят самые лучшие работы детей. И мы стараемся, чтобы получившийся альманах достался и ребенку, который участвовал и победил в этом республиканском конкурсе, его произведение вошло в альманах, и чтобы каждый альманах поступил еще и в детскую библиотеку, в детские библиотеки республики. Отмечу, что не только произведения детей, пишущих на родном языке, входят в этот альманах, они и иллюстрированы детьми, нашими талантливыми детьми, проживающими на территории республики Коми. Вот этот Чулан Буратов проиллюстрировала ученица из села Каркирос Варвара Потапова, Лукошка улыбок Тася Верова, это Эжвинская школа искусства и Радужка школа художественная. Вот таким образом тоже немаловажный аспект является продвижение художественной и детской, и клинической литературы, и коми-языка, импульс изучения коми-языка. Ну и, конечно, опыт профессиональный, обмен профессиональным опытом занимает большое значение. Мы принимаем участие, наверное, во всех чтениях, которые проводятся на территории Республики Коми. Но и сами мы проводим, начиная с 2009 года, раз в 2 года творческие лаборатории на базе того или иного муниципального образования. И, пользуясь случаем, хочу передать большие слова благодарности учреждениям культуры города Сыктывкара, Сысарского, Усть-Куломского, Каркиросского, Килусского, Сыктывинского и Кайгородского районов. Лаборатории, которые проходили при вашем участии на базе ваших районов, прошли на высочайшем уровне. По популярности лаборатории говорит количество участников – более 80 человек. И спасибо вам, что вы так профессионально и так надежны в партнерстве с нами, что каждый раз лаборатория – это большое событие. И по итогам лаборатории выходит практически сборник материалов участников. Это такой благодатный опыт для работы на местах. Можно применять на базе любой библиотеки. Ну и, конечно, удаленные пользователи тоже не остаются у нас обделенными. Вся работа отдела по краеведению, по продвижению литературы представлена на нашем портале. Есть такой раздел «Чужому родная земля», где вы можете найти максимальную информацию. Здесь и все книжные новинки, которые поступают в нашу библиотеку, наши фонды с краткими аннотациями. Здесь информация о писателях, пишущих для детей, писателях, проживающих на территории Республики Коми. Также мы занимаемся оцифровкой книг после заключения договоров с авторами, да, не нарушая авторское право. И здесь же зарегистрированные пользователи могут получить доступ к полнотекстовым книгам. Ну и наше издание. Это серия «Детские писатели Республики Коми». Очень востребованная серия и комплекты плакатов, которые мы, используя все средства, и республиканские, и собственные средства, и спонсорские средства, выпускаем для того, чтобы вот эти методические материалы попали в детские библиотеки республики, для того, чтобы библиотекари в своей работе с детьми могли иллюстрированно, красочно рассказывать о наших писателях. Вот такой краткий экскурс. Вот хочу сказать, что вот именно вот такая широкая палитра подхода к продвижению детской художественной литературы, краеведческой литературы, популяризации коми-языка позволила сделать так, что книги, которых 14 тысяч у нас в фондах, 14 тысяч краеведческих книг и книг детской художественной литературы, из них 6 тысяч на коми-языке, они не простаивают на полках. Они не берутся от случая к случаю, когда задают домашку. Они востребованы каждый день, они замусолены, порваны, где
где-то их надо подклеивать, их катастрофически не хватает, сколько бы экземпляров бы не было. Это говорит о том, что они не стоят мертвым грузом на полках, они не покрываются пылью, они все время в работе у читателей. То есть большая заслуга в этом именно сотрудников отдела телевидения и коми-литературы. Я хотела бы еще, если есть время, но если нет, нет. Уже 5 минут тому назад кончилось время. Почему-то вы не превращаете. Спасибо. Я представляю слово Литошкина Наталья Ивановна. Здравствуйте. Так, начнем с конца. Региональный центр президентской библиотеки в Сыктывкаре, функционирующий на базе Национальной библиотеки Республики Коми, активно использует в своей работе проектную деятельность. Я хотела бы вам рассказать об одном проекте Национальной библиотеки, куратором которого являлся наш отдел. Речь пойдет о конкурсе Book Travel, основной целью которого является активизация библиотек по расширению услуг и возможностей для удовлетворения информационных потребностей жителей Республики Коми в условиях единого информационного пространства региона. Учредителем конкурса являлось Министерство культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми. В лонг-лист конкурса вошло 80 библиотек. Это как центральные библиотеки муниципальных образований, так и библиотеки-филиалы. Самая ближайшая к нам библиотека, участвовавшая в конкурсе, находится на расстоянии 790 метров. И это библиотека Национальной галереи Республики Коми, правильно. А самая дальняя на расстоянии 1400 километров. И это Центральная городская библиотека имени Пушкина, вот там. Конкурс проводился с 1 февраля по 1 сентября 2017 года. В качестве критериев оценки учитывали следующие позиции. Количественные характеристики. Наличие показателей динамики роста количества заказов от библиотеки-участницы по отношению к такому же периоду предыдущего года. Расстояние от города Сыктывкара до библиотеки-участницы конкурса, как я уже сказала. Статус населенного пункта как трудодоступного в соответствии с приказом Минэкономразвития от 29 декабря 2012 года. Наличие содержания и качества разработанных сотрудниками библиотеки рекламной продукции, информирующих об услугах межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов, а также наличие содержания пакета документов по мероприятиям, информирующим об услугах МБА и ЭДД. Выявление победителей осуществлялось по 3 номинациям. Это самая активная библиотека региона по межбиблиотечному абонементу. Вторая номинация – это самая активная библиотека региона по электронной доставке документов. И третья – это библиотека региона, наиболее активно использующая передвижные выставки. Для оглашения результатов конкурса и награждения победителей микрофона приглашается попечитель Национальной библиотеки Республики Коми, директор коми-филиала Ростелеком Александр Сулейманович Куцеев. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно учредили призы с победителем в конкурсе, о котором вы сейчас говорили. Наверное, правильно согласен. Итак, номинация МБА «Самая активная библиотека региона», главный приз и диплом победителя присуждается Нивширскому филиалу Каркеровской централизованной библиотечной системы. Пожалуйста, у нас есть представители ГЕТу. Светлана Харьевна. Ага, передадим обязательно. Следующее. Номинация ДД «Самая активная библиотека региона». Главный приз присуждается Центральной межпоселенческой библиотеке Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Я не сказал, призы это сертификаты. Это, мы, нами, да?
Это сертификаты на подключение интернета с полугодовой, так сказать, предоплачиваемостью. Номинация «Библиотека региона, наиболее активно использующая передвижные выставки». Главный приз получает Центральная библиотека, Усть-Куломская местоселическая библиотека. Друзья, я еще пару минут займу у вас, да? Дело в том, что, к сожалению, 1 числа недалеко за пределами Республики Коми, вот, пользуясь случаем, я хотел бы Ольге Дмитриевне вознаменование большой такой хорошей даты 70-летия Национальной библиотеки учить этот памятный адрес. Вот, написано, так сказать, слова поздравления и благодарности. Большое вам спасибо. Александр Зуравович. А для вручения поощрительных призов приглашается директор Национальной библиотеки Республики Коми Ольга Радольфовна Мифтахова. Итак, в номинации МБА «Самая активная библиотека региона» поощрительный приз и диплом призера присуждается городской публичной библиотеке МОГО Ухта. Номинации ЭДД «Самая активная библиотека региона», поощрительный приз и диплом призера присуждается Карткировской центральной библиотеке. И в номинации библиотека, завтра как раз выезд в Карткирос, и все привезем. Номинация «Библиотека региона, наиболее активно использующая передвижные выставки», поощрительный приз и диплом призера получает Жешерская библиотека филиал Усть-Куломской местоселической централизованной библиотечной системы. Спасибо, Ольга Вольфовна. А теперь мы начнем сначала. Итак, как я уже сказала, региональный центр президентской библиотеки активно занимается проектной деятельностью. Так, в 2014 году в рамках Российско-финляндского культурного форума РЦКБ получил грант на оцифровку документов на коми-языке из фондов Национальной библиотеки Республики Коми. Оцифрованные издания на коми-языке были переданы в Национальную библиотеку Финляндии и размещены на сайте Национальной электронной библиотеки Республики Коми по адресу nep.nvrkomi.ru. Следующий проект по созданию электронной игры Тедма Флыти, или в переводе с коми-языка «Угадай, прочитай», был задуман с целью популяризации полнотекстовой электронной библиотеки региона, которая формируется Национальной библиотекой совместно с крупнейшими фондодержателями республики и за ее пределами. Проект был профинансирован Министерством национальной политики Республики Коми и реализован в 2016 году. В рамках проекта было оцифровано 34 произведения русской и зарубежной детской художественной литературы, переведенные на коми-язык, преимущественно в середине XX века. Это сказки и былины, произведения Александра Ивановича Герцена и Николая Васильевича Гоголя, Владимира Галактионовича Короленко и Михаила Юрьевича Лермонтова, Николая Алексеевича Некрасова и Антона Павловича Чехова, зарубежных писателей Джонатана Свифта, Даниэля Дефо, Эрнеста Гофмана и братьев Гримм. Ссылку на электронную игру можно найти в группе регионального центра президентской библиотеки ВКонтакте. Кроме того, для удобства пользователей мы разместили баннер на главной странице сайта Национальной библиотеки. Игра состоит из 3 блоков на 2 языках – русском и коми. Перед началом игры в электронном варианте участникам предлагается выбрать язык. Выбирая язык игры коми, участник видит задание и пишет ответы на коми-языке.
Каждый блок содержит 30 заданий. В ходе игры участникам необходимо пройти все 3 блока на выбранном языке. Первый блок – «Отгадай произведение по словам-подсказкам». В этом блоке участникам предлагается отгадать название произведения по 5 словам-подсказкам и вписать его в поле для ответа. Чем меньше подсказок использует участник, тем больше баллов он зарабатывает. Второй блок – «Отгадай произведение по фрагменту текста». В этом блоке нужно отгадать название произведения, прочитав отрывок. Количество набранных баллов будет зависеть от скорости выполнения задания. Третий блок – «Отгадай произведение по иллюстрации». В этом блоке участникам предлагается отгадать название произведения по иллюстрации из книги. Количество баллов в каждом задании будет зависеть от количества открытых фрагментов. Чем меньше фрагментов в картинке открывает участник в ходе выполнения задания, тем больше баллов зарабатывает. Если возникают затруднения в ответах на вопросы игры, в коми-версии даны ссылки на отрывки из произведений, которые помогут в поисках правильного ответа. Мы рассчитывали, что игра будет популярна у молодежи. По факту выяснилось, что игру загрузили пользователи самого разного возраста, от категории до 18 лет до возрастной категории старше 45 лет. А самая многочисленная аудитория – это игроки, которым от 30 до 45 лет. В игре имеется рейтинг участников, то есть присутствует соревновательный элемент. В среднем каждый день в игре появляется новый участник. Приглашаем вас проверить свои знания, а также почитать оцифрованные в рамках проекта произведения, которые в Национальной электронной библиотеке Республики Коми для удобства пользователей выделены в коллекцию «Переводы». Игра имеется также в печатном варианте и активно используется в библиотеке в дни воскресного отдыха и в рамках общегородских выездных мероприятий. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, я предоставляю слово Галине Егоровне Башняной, литературное чтение как эффективная форма популяризации творчества местных авторов. Галина Егоровна завершает наше сегодняшнее пленарное заседание. Потом будет несколько минут. Нічого, люди будемо учувати. Ставши вичатила, мекче уджукіял чьорнамас, веча дола йорнамас. И стал на нас миянас, аше мича, был распасан. Чья Джон видел, стал бурсом, буру разум. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Поздравляю, конечно, нашего главного партнера, Национальную библиотеку, по всем направлениям работы, главный и главнейший партнер и всех наших библиотечных систем в том числе, ну и всех нас, поскольку мы тоже имеем отношение к такой красивой дате, с праздником, с большим-большим праздником. Желаю всем здоровья, счастья, ну и творческого содружества. История литературы Верхней Вычегды находится в постоянном развитии. На смену известным именам приходят новые. Растет количество авторских сборников публикаций. Некоторые имена поэтов и прозаиков, песенников, публицистов входят в золотой фонд комлитературы. Среди них Николай Шахов, Борис и Федор Шаховы, Виктор Напалков, Василий Ладыгин, Александр Ульянов и многие-многие другие. Судьбы и творческий путь их связан с Усть-Коломской землей. Яркий след в коми-литературе оставил наш земляк, один из основоположников коми-литературы, талантливый поэт и писатель, учитель, общественный деятель Вениамин Тимофеевич Чисталев, наш Тимомень. Любовь к своим истокам, к своей земле сделала его соловьем Верховьев-Вычегды. Вклад Тимоменя в сохранение развития коми-языка и литературы оценен земляками. В родном селе к столетию поэта открыт литературный музей, установленный памятный знак и мемориальная доска на доме, где родился поэт. В центре села открыт памятник. Именем Вениамина Тимофеевича Чисталева названа одна из улиц в родном селе, Полмоткинская средняя школа и ведущий творческий коллектив района народный хор Эжбаса Джориджиас. С 2006 года ежегодно 20 октября, в день рождения
Антония Тимовеня. В районе проводятся чистолюбские чтения с организацией выездного районного праздника, посвященного чистолюбу и его последователям, талантливым пишущим людям в Верховье Вычегда. Это встреча с известными писателями и поэтами района, чествование пишущих людей поселений, в которых проводятся чтения. За годы проведения у чтений появились свои традиции. Это организация ярких, содержательных литературных праздников и конкурсов, выпуски иллюстрированных авторских сборников. К юбилеям писателя проводятся республиканские научно-практические конференции, в которых принимают участие ученые, писатели, журналисты, педагоги, библиотекари, краеведы республики. В программе юбилейных мероприятий посещение музея и родительского дома Тимовеня, возложение цветов к памятнику поэта, встречи с писателем-поэтом республики, презентации книг, литературно-музыкальные концерты, фестивали самодеятельных поэтов и композиторов, конкурсы стихов и сочинений, выставки работ самодеятельных художников района. Сегодня чтения в районе проходят более масштабно, активно, с организацией главного выездного мероприятия, а также литературных вечеров, встреч с писателями, видео и стендовых презентаций. В этом году в рамках 12-х чистолюбских чтений состоялась встреча с автором и самодеятельным композитором из села Пошек Сенькиной Галиной Николаевной. Прошли литературные вечера памяти Тимовеня, проведены заочные экскурсии по чистолюбским местам, презентация литературного творчества его правнучки Юлианы Деминой. Кульминацией чтений стал районный литературно-поэтический вечер в селе Уснем «Юрга Тимовень над ним». Памяти поэта-юбиляра, известного журналиста, радиоведущего Эдуарда Тимушева были посвящены презентации по его творчеству и поэтическая композиция. На вечере представили свое творчество писатель Иван Иванович Нагиев, поэт Вячеслав Леонидович Бабин, журналист Николай Александрович Лютоев. Состоялся дебют театральной группы при Центральной библиотеке постановкой басен Алексея и Эдуарда Тимушевых. Ежегодно выездные чтения сплотили вокруг библиотеки творческих людей, молодых начинающих авторов, таких как Ксения Карманова, Ксения Мишарина, Анжела Ильина, Артур Уляшов. Активизировали деятельность по пропаганде коми-языка литературы, творчества поэтов и писателей района. Традиционными стали в библиотеке литературные вечера, посвященные памяти братьев Шаховых, Эдуарда Тимушева, Александра Лужикова. Тесно сотрудничают с библиотекой известные наши писатели Василий Ладыгин, Иван Нагиев, Лютоев, Виктор Егорович Напалков. В 2015 году в деревне Жежем, малой родине Виктора Егоровича Напалкова, по инициативе Виктора Егоровича и Натальи Васильевны Напалковых открылась сельская библиотека с музейной экспозицией. Особая ценность фонда библиотеки – это частная коллекция книг Виктора Егоровича. Это художественная литература с именными подписями писателей Республики Коми. На базе библиотеки гости и жители деревни знакомятся с творчеством Виктора Егоровича, других именитых писателей района. Проводятся встречи с писателями, журналистами, обзорные экскурсии. Большой интерес посетителей библиотеки вызывает этнографическая коллекция старинных предметов быта коми-народа, переданная семьей Напалковых. На средства гранта главы Республики Коми в библиотеке создана литературная гостиная, обустроен этнодвор, создана экспозиция, посвященная жизни и литературному творчеству Виктора Егоровича, где достаточно полно представлены фотографии, документы, рукописи, публикации, книги из личной библиотеки писателя, предметы домашней обстановки, характерные для традиционной культуры жителей Верхней Вычегды. В настоящее время Жежемская библиотека добивается присвоения имени библиотека-музей имени Виктора Егоровича Напалкова. В будущем году на базе библиотеки-музея в рамках чистолюбских чтений планируется проведение районного праздника. Библиотека села Пошек, где сохраняется литературное наследие местных авторов, и чтения проходили уже дважды, добивается присвоения имени Петра Шахова. За время своего существования чтения приобрели целенаправленный характер и объединили широкий круг творческих людей.
Чтения стали неотъемлемой частью культурной жизни района. Для библиотек наше чтение – это эффективная форма популяризации творчества местных авторов, выполнение роли посредника между пишущими людьми и населением района. Для начинающих авторов это возможность представить свои произведения перед земляками в одной сцене с известными писателями-поэтами. А для селян это знакомство с новыми именами и произведениями живущих рядом людей. Пользуясь случаем, уважаемые коллеги, приглашаю вас 20 октября на наши чистолюбские чтения. Ати Кюземшин Инстаграм Садьян.